В Сысольском районе появилась своя улица Сезам. Проект с одноименным названием направлен на творческое развитие и социализацию особенных детишек, а также ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством так называемой театротерапии. В проекте используют ростовые куклы героев из популярной программы 90-х «Улица Сезам». И я знаю, что это любимая передача детства моего коллеги Павла Королева, который как раз сейчас работает в Сысольском районе. Павел, добрый вечер. Удалось ли встретиться с кумирами детства? Ксения, добрый вечер. Действительно, сегодня мне удалось пообщаться с Кубиком, Коржиком и даже Зили Бобой, которые в лихие 90-е старались научить нас чему-то доброму и хорошему. И, конечно, отрадно видеть, что эти колоритные герои все так же учат нынешних детишек дружить, правильно чистить зубы и развивать воображение. И сейчас со мной рядом находится один из авторов данного проекта, сотрудник социальной защиты населения Сысольского района Лариса Пунигова. Лариса Валерьевна, расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея создания такого интересного проекта? В 2019 году мы придумали вот такой проект интересный, очень яркий, насыщенный мероприятиями. А в 2020 году уже состоялось открытие этого проекта. И с 2020 года мы реализуем мероприятие этого проекта. Улица Сезам направлена на создание благоприятных условий по социальной реабилитации для детей с инвалидностью, для их творческого развития, для коммуникативного развития и, конечно же, для социализации в общество. Наши специалисты учат при помощи кукол детей общаться, правилам безопасности, правилам гигиены и многое-многое интересного, то, что пригодится детям в жизни. То есть они приучают их к самостоятельной жизни в социуме. Правильно я понимаю, что проект реализовался на средства благотворителей, вы даже выходили на краундфандинговую платформу? Да, в 2019 году наш проект был размещен на краундфандинговой платформе planeta.ru, и при помощи народного финансирования мы набрали необходимую сумму для закупки вот таких, для заказа наших мавелов, да, они называются правильно. И, конечно же, нам помогли серебряные волонтеры, они организовывали благотворительные ярмарки, и все вырученные средства пошли вот в фонд поддержки нашего проекта. А вот смотрите, этих персонажей больше, наверное, знают люди моего поколения, которые вот застали эту великую передачу. Как нынешние детки относятся вот к таким персонажам? Кстати, как его зовут? Это у нас Кубик, у нас еще есть Коржик, Зили Боба и Бусинка. Современные дети, они очень любят, потому что они очень мягкие, очень яркие, а для тактильных ощущений они очень полезные. То есть они выполняют даже роль психолога иногда. То есть ребенок может рассказать ему какой-то секрет, который не может рассказать взрослому человеку. А кукла может подсказать, да, решение какое-то возникшей может проблемы. То есть с ними проще учиться. Дети их очень любят, они могут их надеть на руку и преобразиться, быть, например, не Машей, Дашей, а Кубиком или Бусинкой. Поэтому детям нравится, они с удовольствием занимаются, посещают наши занятия, учатся чему-то новому, развиваются. Спасибо огромное. Ксения, вам слово.